Центральная избирательная комиссия страны завершила регистрацию международных наблюдателей. Всего на внеочередных выборах президента Казахстана, которые состоятся 20 ноября, аккредитован 641 наблюдатель. Из них зарегистрировано 532 специалиста из 10 международных организаций, 109 из зарубежных стран. Таким образом, созданы условия для открытого и справедливого проведения выборов. Кандидаты в президенты продолжают свои предвыборные кампании и ведут активную работу с избирателями. Подробности далее. В ходе посещения фабрики по производству спецодежды и обуви «Жамал Ай Лтд» сторонники Касым-Жомарта Токаева рассказали коллективу предприятия о мерах по поддержке бизнеса. На встрече с IT-специалистами члены штаба акцентировали внимание на блоке предвыборной программы, посвященном цифровизации. Также на площадке КМГ «Инжиниринг» члены штаба встретились с нефтяниками региона, рассказав им о мерах по созданию безопасной трудовой среды и защите прав работников, предусмотренных предвыборной программой. На городском ипподроме состоялась встреча членов штаба с представителями спорта и наездниками местной команды «Көкмойнак». В рамках агитационной кампании Мирам Кажикин посетил город Кескелен, где встретился с работниками сферы образования. Остановился на основных разделах предвыборной программы, подчеркнув, что в воспитании и формировании личности молодежи высок статус педагогов. Кандидат также остановился на потребностях отрасли. Казахстан – большая страна, расположенная в сердце Евразийского континента, а Туркестан – это центр культуры. Каракат Абден встретилась с общественностью, обменялась мнениями по развитию сферы туризма и ответила на вопросы. Поделилась основными направлениями предвыборной программы. Также Каракат Абден посетила региональный штаб и провела совещание. Кандидат в президенты от партии АУЛ Жигулий Дайрабаев прибыл в Атыраускую область. Первым делом он ознакомился с ходом строительства теплицы в Махамбетском районе. Территория комплекса займет 6 гектаров земли. Посетил кандидат музей в селе Сарышек. Жигулий Дайрабаев рассказал сотрудникам о приоритетных направлениях предвыборной программы. Кандидат в президенты от оппозиционной партии Нурлан Ауизбаев встретился с молодежью города Актау, ознакомил с предвыборной программой и отдельно остановился на каждом направлении. Избиратели поднимали волнующие их вопросы. Были озвучены проблемы с кредитами, подорожание продуктов питания, низкая заработная плата. В завершении своей поездки в Актау кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова встретилась с правозащитниками и матерями солдатов-срочников. Они обсудили проблему участившихся случаев суицида в армиях Казахстана. Турсынбекова отметила важность профилактики и работы в этом направлении с узкими специалистами.